Селям алейкум, добрый день. Сегодня с вами программа «История крымских татар» и ее ведущий, заведующий кафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета, кандидат исторических наук Эмиль Сейдалиев. В одной из прошлых передач мы с вами познакомились с историей Салхата, столицей крымского юрта Золотой Орды. Этот город стал центральным городом Крымского полуострова, потому что контролировал торговые пути, ведущие из Судака и Кафы. О вкладе Судака в крымско-татарскую историю мы с вами и поговорим в этой программе. Так характеризует Судак турецкий путешественник Эвлия Челеби. Если здесь побывает человек, он подумает, что побывал в саду желаний, если это место благоустроит. Но среди путешественников по морю и по суше сады и виноградники крепости Судак известны. Достойны похвалы здешний приятный воздух и 40 тысяч судакских садов. В них много тысяч построек, кухонь и комнат, отстроенных дворцов-хавернаков, много тысяч фонтанов и бассейнов, дворцов с чистыми водометами, с различными украшенными уголками, подобными находящимся в обитаемой четверти Садам Эрема в Конде, Садам Малати, Садам Джиханшах, милом сердцу Тибризе, Садам Сирии, раю для обаяния, Садам Марата, прекрасном Садам Печеви в стране Рум и Садам Джабихане, Гёксу, Кегытхане в Исламабуле. Судакские сады известны в Руме среди арабов и неарабов. У тех, кто там проживает в наслаждениях, совсем не бывает головной боли. Археологические исследования на территории Судакской крепости и в ее окрестностях свидетельствуют, что укрепленное поселение тут, вероятно, возникает в III веке нашей эры, что в целом близко к датам, указанным в письменных источниках. Исследователи считают, что уже в IV веке поселение было заброшено, и вновь люди вернулись сюда лишь в византийское время. В VII веке на территории полуострова активно начинают селиться тюркоязычные племена. Часть Крыма и Судак, в том числе, входит в сферу влияния хазарского каганата. В VIII веке в Судаке могла располагаться ставка хазарского наместника Тудуна. Сообщения о Судаке содержатся во многих письменных источниках. Сообщают нам о нем и арабские авторы, например, Ал-Идриси. Также сведения о Судаке содержатся в труде арабского историка XIII века Ибн Ал-Асира. Они, татары, дошли до города Судака, главного города Кипчаков, где их главные силы. Он находится на берегу Хазарского моря, и к нему пристают корабли. В нем продаются одежды и покупаются рабыни и рабы, материя, буртаси, кондор, соболь и другие продукты их страны. Как видим, Ибн Ал-Асир называет Судак главным городом половцев. Половцы – это кочевое тюркское племя, которое принимало ключевое участие в формировании крымских татар. На территории степей Восточной Европы и Крыма они появляются в конце XI – начале XII века. Письменные источники доносят до нас разные их наименования – половцы, кипчаки, каманы или куманы. Конкретные сведения о пребывании половцев в Крыму содержат несколько письменных источников. В 1154 году арабский географ Аль-Идриси, живущий в Сицилии при дворе нормандского короля Рожера II, завершил свой труд под пышным названием «Развлечение истомленного в странстве по областям». Это был так называемый дорожник, содержащий описание берегов Средиземного и Черного морей с указанием приморских городов, портов, якорных стоянок и прочей информации, полезной для практического мореплавания и торговли. Побережье Крыма описано здесь с весьма высокой степенью точности, указано расстояние между береговыми пунктами, дана краткая характеристика некоторых из них. Упоминаются Корсуна, Херсон, Джалита, Ялта, Гурзуби, Гурзуф, Бартанити, Бартанит, Лабада, Ламбат, ныне Малый Маяк, Шалуста, Алушта, Султатия, Судак, Бутар, Феодосия. И далее по Азиатскому берегу – Матарха, Мутаракань. В этом перечне особый интерес представляет первое в источниках упоминание Джалиты Ялты, причем только для нее сделано указание, что это город, принадлежащий стране Алкумания. Почему именно для этого пункта? До сих пор нет каких-либо определенных сведений о пребывании половцев на южном берегу Крыма. В эпоху владычества в Крыму и в Восточной Европе хазарского каганата торговые маршруты по территории этого государства были относительно безопасны. Половцы также пытались обеспечить безопасную международную торговлю и получать с нее прибыль. Но, к сожалению, они делали это не так успешно, как хазары. В половецкое время центр международной торговли Крыма смещается. Более удобным для нее теперь признается Судак, Сураж, как более приближенный к основным степным маршрутам. Этот город становится главным контрагентом древнерусских городов и прежде всего Новгорода.
В эту торговлю активно включились и половцы, часть которых, вероятно, даже осела в Судаке. Половцы сохранили деление на орды и родовые кланы, нередко враждовавшие друг с другом. Не удалось им подчинить и своих северных соседей, с которыми нередко вспыхивали военные конфликты, обмены ударами, не способствовавшие установлению действительно длительного и прочного мира в степях. В этой связи можно понимать определение Ялты Каманским городом как указание на его особое отношение с хозяевами степей. Возможно, была установлена определенная зависимость этого района полуострова от половцев. Тем более, что арабский текст дает и возможность такого понимания, что речь идет о пространстве от Херсона до Ялты. Но главный торговый город юго-западной Таврики каманы не смогли не обратить внимания, учитывая и то, что к нему вели хорошо известные удобные дороги. В начале XIII века половцы делили власть над городом с венецианцами и, вероятно, обеспечивали безопасность на международных торговых трактах восточноевропейских степей. Именно с торговлей связана одна очень занимательная история, произошедшая в Судаке. Об этом нам поведал историк Ибн Аль-Биби в своем произведении «Сельджук-Наме». Когда султан Алла-ад-Дин Кейкобат из столицы в Кесарию прибыл, к суду явился некий купец, который много путешествовал по торговым делам, как по суше, так и по морю. Прослышал он как-то о хороших условиях торговли в странах кипчаков, половцев и русских и решил отправиться туда с товарами. Когда он достиг переправы Хазарской, на него напали и все товары отняли. Не успел он окончить своей речи, как другой купец начал свое печальное повествование и рассказал, что он из Халеба отправился по направлению к Кесарии. Когда он проходил вилает Лейфуна, Льва II, на него также напали и все имущество отняли. Рассказал свою печальную повесть и третий купец. Он нагрузил в Анталии свои товары на судно и предпринял морское путешествие. На него напали франки и не только отняли товары, но и самого его забрали в плен. Султан, услышав просьбу о помощи, разгневался, велел вознаградить купцов и приказал снарядить войско, поставив во главе его эмира Хусам-ад-Дина Чупана, который был главным амиром и полководцем государства, и послал в сторону города Сугдака. Узнав о приближающемся войске, жители города отправили к его начальнику послов, чтобы выяснить причины этого похода. Послы обратились к Хусам-ад-Дину Чупану с предложением возместить все убытки и выплатить 50 тысяч динаров. Сельджукский полководец отказался принять эти условия. Одновременно с этим судакчане отправили послов к половецкому хану, а тот известил русского князя, и на помощь жителям города был направлен их совместный 10-тысячный отряд. Войско же султана благополучно пристало к берегу, куда и перенесло свое снаряжение. Амир Хусам-ад-Дин пир устроил и до полуночи предавался с амирами веселью. Под утро явился с передового поста всадник и заявил, что показались отряды вражеского войска. Хусам-ад-Дин приказал бить военный сбор и начал сражение раньше, чем врагам придет помощь со стороны русских и Саксима. Утром произошло сражение, которое не дало, однако, победы ни той, ни другой стороне. В рядах кипчакского войска сражались и русские. Прерванное ночью сражение возобновилось с новой силой на следующий день. На этот раз победа окончательно склонилась на сторону сельджукского войска. Кипчаки были наголову разбиты и бежали. После известия о поражении совместного половецко-русского войска судакчане приготовили защищать свой город. Сражение длилось 2 дня, но жители города потерпели поражение и сдались на милость победителя. Хусам-ад-Дин Чупан вошел в город, справедливость была восстановлена, ограбленным купцам вернули их имущество, а в Судаке, в честь этой победы, полководцам была заложена мечеть. Когда посланцы прибыли ко двору султана, то радостную весть о завоевании города Сугдака, о гибели кипчакского войска и о мире с русским князем ему сообщили. Султан на радостях приказал освободить из темницы заключенных, а того купца, который перед его судом просил о помощи, отправил с вестниками и письмом главе амиров. В письме он высказал благодарность как главе амиров, так и войску. Были посланы также халаты Хусам-ад-Дину Амиру Чупану и вождям. Кроме того, султан разрешил простить жителей Сугдака в их преступлениях и винах, однако с условием, что вместо икон и колоколов там были михраб, минбар и шариат, установленный пророком, да будет над этим благословение и мир. Отнятое у купцов они должны были возвратить. Когда эти важные вести дошли до главы амиров, то он велел опубликовать султанский приказ и отдал распоряжение войску готовиться к возвращению. Войска приняли парадный вид. Был приготовлен богато отделанный минбар, глава амиров возложил на голову священный Коран, положенный на золотое блюдо, в руку взял султанский штандарт. Так с торжественностью вошли в город. На высоком месте города муэзин произнес призыв к молитве, разбили христианский колокол и меньше чем за 2 недели выстроили прекрасную соборную мечеть. Установили в городе должности муэзина, хатипа и кади. Случилось это в 1221 или 1222 годах.
А это значит, что построенная на территории Судака мечеть является самым ранним мусульманским культовым сооружением на полуострове. Вероятно, это сооружение расположено здесь до сих пор, и исследователи чаще всего отождествляют с этой мечетью так называемый храм с аркадой. По мнению ряда исследователей, это здание действительно начало строиться как мечеть, но завершено не было. Когда Судак захватили генуэзцы, они закончили строительство и превратили здание в католическую церковь. На стены храма нанесли фресковые росписи с изображением святых. Первым достаточно подробное описание строения сделал французский путешественник Дюбуа де Монпере. Он утверждает, что здание построено после утверждения ислама на территории Золотой Орды. Его точку зрения поддержал Бертье де Лагард в начале 20 века, считавший, что план мечети был сопоставлен с планами мечети, находящихся в Малой Азии. Архитектор Борис Засыпкин, сопоставив планы мечети Куршум-Джами, высказался об их конструктивном хронологическом соответствии и отнес постройку к началу XIV века, основываясь исключительно на крымском материале. Вероятно, после захвата генуэзцами Судака в 1365 году эта мечеть перестраивается в католический храм. Случилось это действие в 1423 году. Была перестроена алтарная часть, сохранился лишь вход в минарет в северо-восточном углу. Косвенно подтверждают данные о строительстве мечети сельджуками стилистическое оформление портала и некоторые другие архитектурные особенности этого ансамбля. Уже в 1475 году Салдая переходит под власть турок, и храм вновь перестраивается в мечеть. Мечеть расширяется, на месте двери был устроен михраб, и уже на сохранившееся готовое место вновь поставлен минарет. Работы по обновлению, предположительно, велись при султане Баязиде II 1481-1512 годы. Поэтому она носила название Баязид-Джами. Об этом названии сохранились упоминания у турецкого путешественника XVII века Мевлии Челеби. Сохранились также две соборные мечети. Первая на восточной стороне крепости. У берега моря древняя соборная мечеть султана Баязида Вели с каменным куполом и каменным минаретом, построенным из как бы светящегося мягкого камня. В этой мечети есть михраб, опять же вырезанный из этого камня, образцовый и украшенный как хамелеон, да так, что разум человеческий поражается. Этот михраб выстроен как михраб мечети святого шейха Шами в городе Кискине Сивасского эолета. Но в этой мечети звездка на высоком куполе с течением времени попортилась. Далее османский путешественник добавляет: в стороне этой мечети совсем нет домов. Потом, после захвата крепости, эту мечеть шейхидов Баязид хан Вели снова сделал мечетью, но она стоит далеко от общины. В XIII веке в Восточную Европу приходят монголы, и Крым включается в состав Великого монгольского государства. Уже с середины этого столетия на территории Крыма формируется новый центральный город – Салхат. Это нам уже известно. Судак тоже становится частью улуса Джучи и, как приморский город, становится крупным торговым портом. Безопасную торговлю и перемещение по Великому Шелковому пути обеспечивали золотоордынские ханы. Единое пространство, объединявшее Европу и Азию, установилось в границах Великого монгольского государства. Уже с середины XIII века этой ситуацией воспользовались итальянские купцы, венецианцы и генуэзцы. Между ними развернулась борьба за торговые фактории на Черноморском побережье, в том числе и в юго-восточном Крыму. Генуэзцы обосновались в Кафе, современная Феодосия, а Судак стал торговой базой венецианцев, которые назвали его Салдая. Несмотря на официальный статус Судака как итальянской колонии, фактически он подчинялся золотоордынским наместникам Крыма, и городские власти платили налоги в ханскую казну. В 1365 году окончательно усилившиеся в Северном Причерноморье генуэзцы захватывают Судак, и одновременно с этим начинается масштабное строительство фортификационных сооружений крепости. Исследователи считают, что окончательно крепостной ансамбль Судака сложился к 1414 году. И после этого шли лишь незначительные ремонты и перестройки отдельных узлов башен и стен. На первом этапе, после захвата города, генуэзцы соорудили первую линию укрепления – земляную, которая и защищала город изначально. На втором этапе началось сооружение каменных крепостных стен. Наиболее ранее известная строительная плита датирована 1371 годом. Ученые относят строительство земляных укреплений и крепостных стен цитадели и порта к периоду между 1365 и 1382 годами. К этому раннему периоду относят и строительство портовой оборонительной линии. Тут исследователям известно лишь одно датированное сооружение – башня 1386 года.
Вероятно, в это же время ведется строительство и портовых ворот. Нужно отметить, что итальянцы ставили закладную плиту с надписью и датой строительства на каждое значимое сооружение, но не все башни и стены в Судакской крепости отмечены ими, что говорит об отсутствии средств и времени у строителей. После падения Большой Орды и переноса ордынского центра в Крым, генуэзцы пытались установить дипломатические отношения с крымскими ханами. Известно, что в 1471 году братья хана Менгли-Герая содержались именно в Судакской крепости, куда они были переведены под стражи из Кафы. Генуэзцы хозяйничали в Судаке до 1475 года, но кризис проявился гораздо раньше. В 1453 году, после захвата турками Константинополя, проход итальянцев в Черное море был затруднен, а 31 мая 1475 года Османский флот под предводительством Гедика Ахмед Паши появился у берегов Крыма. Ранее османы уже подплывали к стенам Кафы, но тогда генуэзцы смогли откупиться и стали платить дань туркам. В 1475 году владения итальянцев, а также княжество Феодорот, вошли в состав Османской империи. На этих территориях была учреждена Османская провинция с центром в Кефе, а Судак стал центром судебно-административного округа Кадылыка. Исследователи отмечают, что современные источники практически полностью игнорируют события захвата Судака османскими войсками. Сведения об этом содержатся лишь в некоторых поздних пересказах. Основную информацию о захвате Судака нам дают Мартин Броневский и Эвлия Челеби. От митрополита Греческого, мужа почтенного и честного, который с греческих островов прибыл для осмотра церквей, я узнал, что когда турки осаждали этот город с моря многочисленным войском, генуэзцы храбро и сильно защищали его, но когда уже не могли более переносить голода и выдерживать беспрерывную осаду столь сильного войска, тогда несколько сотен, или, как он уверял, почти 1000 отборных воинов, затворившись в большой церкви, которая и до сих пор еще цела, и несколько дней храбро защищаясь в Нижней крепости, в которую турки ворвались, одержали над ними славную победу. Но, наконец, побежденные числом неприятеля, в храме том все погибли. Ее в году при содействии Менгли-Герай-хана захватил из рук короля генуэзских франков султан Баязид-Вели-хан, десницей Гедика Ахмед Паши. По распоряжению Баязид-хана она теперь в Иелете и воеводстве Кефе. Это коза с доходом 150 акче. Здесь крестных селений. Есть начальник крепости и 50 стражников, а других управителей нет. Когда неверные сдавали эту крепость Гедику Ахмед Паше, в ночь дачи они прорубили в скале этой крепости лестницу, 3000 аяков. Все свое драгоценное имущество погрузили на корабли и достигли Крита, своей настоящей родины, крепости Суда, и опять построили крепость Суда. Поэтому эту крепость называют Судак. Сейчас сохранилась лестница, вырубленная неверными в скале за одну ночь. Это творение ни под каким видом невозможно для человека. Археологические исследования, проведенные на территории Судакской крепости, не обнаружили слоев пожаров и разрушений, что характерно для штурма. Все постройки, функционировавшие и сохранявшиеся в XVI-XVII веках, были сооружены в доосманское время. С уходом генуэзцев с политической и торгово-экономической арены Крымского полуострова Судак становится центром хоть и большого, но все же провинциального района Османского Крыма. Крепость перестала играть важную военно-стратегическую роль в системе оборонительных крепостей этой части Крыма. По данным Дефтеров, турецкий гарнизон крепости насчитывал от 11 до 22 солдат и, конечно, не мог выступить с серьезной защитой в случае военной опасности. По данным этих же Дефтеров, в начале XVI века в Судаке насчитывалось около 1500 жителей, а хозяйств – 400. Но уже по данным Дефтера 1542 года количество человек сократилось на четверть, а количество хозяйств – до 82. В XVII веке Судак, как и другие города Крыма, подвергался активным набегам казаков. Сведения об этом содержатся во многих письменных источниках. Одним из них является описание Черного моря и Татарии, составленное префектом доминиканской миссии Эмидио Дортелли Досколи в 1624-1634 годах. При описании городов Крыма он замечает, что там можно увидеть прежде всего величественные, а ныне разрушенные города, такие как Судак, находящийся на морском берегу, где, как говорят, прежде были и усадьбы, и церкви. В настоящее время видны уцелевшие стены многих. В окрестностях города в изобилии производятся хорошие крепкие вина, а также произрастают прекрасные и нежные плоды, такие как яблоки, груши, айва, черешни, вишни, сливы, мушмула и другие подобные, хорошо выдерживающие холод. Хотя в этой местности, обращенной к югу и защищенной северо горами,
он бывает очень умеренным. Одним словом, это самое прелестное место Татарии. Но в настоящее время там нельзя собирать виноград, потому что казаки ходят туда грабить десятину. Фискальная политика турецких чиновников, а также нападение казаков на османские территории заставляли их население переселяться на земли Крымского ханства. Сведения об этом мы также встречаем в письменных источниках. Об этом нам также сообщает Дартелли Досколи и реестр 1634 года, в котором указано, что из селений Судакского кадалыка христианские семьи переселяются в селения Аян, Енисала, Каракуба, Арталан, Сартана и Стиля. Количество греческого населения в Судаке неуклонно уменьшалось, но возрастало число армян, которые, вероятно, переселились в Крым и Западную Украину из Турецкой Анатолии и Закавказья в поисках лучшей жизни. Также исследователи предполагают, что наряду с армянами в Крым переселялось и мусульманское население Османской империи, о чем может свидетельствовать значительное количество агустских элементов в языке южнобережных крымских татар. Уже к середине 17 века в Судаке остается лишь 3 греков, которые платили налог, а сама крепость уже фигурирует как селение, а не город. В Османском Судаке фиксируются христианские и мусульманские кварталы. Сведения о последнем содержатся в дифтерах 1520 и 1542 года. Мусульманский квартал находился за пределами крепости. О нем пишет Ивлия Челеби. За воротами Нижней крепости в ущелье есть мусульманский квартал. Там 200 домов, крытых дерном, квартальная мечеть, один источник живой воды. Археологи отмечают, что в округе Судакской крепости было обнаружено не так много османских сооружений. Материалы, характерные для этого времени, фиксируются среди остатков бани и 2 мечетей, упомянутом храме с аркадой и мечети Хаджибея. После 1783 года в Судаке размещается русский гарнизон, и многие постройки крепости были разобраны для строительства казарм. Исчезновение османского Судака отражено в сочинении Жильбера Рома, который пишет: «В ограде крепости ютились татарские сакли, но после занятия Крыма русскими несчастных принудили выселиться из ограды, и в настоящее время их можно видеть в ущелье, о котором я говорил выше. Там они долго не останутся. 37 семей уезжают в Анатолию. Им не позволяют рубить дрова в лесу, опустошают их сады, они не могут мирно пользоваться их плодами. Естественно, что они уходят искать покоя и безопасности в другое государство. Российская казна получит при этом 98 садов или виноградников». Такова история Судакской крепости, одного из ярчайших памятников, связанных с историей и культурой народов, проживавших в Крыму в разное время. Его вклад в историю Золотой Орды, Крымского ханства и крымских татар в целом также важен. Спасибо, что были с нами. Чок сағылыңыз, салахин қалыңыз.